Дорогие казахстанцы, те, кто из вас не может обслуживать свои кредиты, мы делаем данное видеопредупреждение. И делаем мы его по просьбе нашей подписчицы. В социальных сетях есть такой аккаунт, который называется «Центр правовой помощи «Право банкрот». И он обещает всем людям, попавшим в тяжелое материальное положение, списание долгов без банкротства. Что здесь подозрительного? Во-первых, списание долгов без банкротства возможно только с согласия кредитора. То есть кредиторы, банки, микрофинансовые организации должны списать вам долги и отпустить вас на все 4 стороны. На наш взгляд, это очень фантастическое обещание. Кроме того, конечно же, мы вступили в переписку, и некий менеджер Марат запросил кредитный отчет из кредитного бюро, что на самом деле является достаточно закрытой информацией, и, конечно же, мы этого не стали делать. На вопрос, а можем ли мы прийти офлайн и получить более развернутую и достоверную консультацию, нам этот так называемый Центр правовой помощи сообщил, что они работают только онлайн, что также является очень подозрительным. Наш проект обязательно делает прямой дозвон на сим-карту, потому что мы знаем, что мошенники используют казахстанские сим-карты только для того, чтобы перевести весь разговор в WhatsApp или в Telegram. А при прямом дозвоне эта сим-карта оказалась отключена, что также является признаком мошенничества. Оба аккаунта Центра правовой помощи в социальных сетях используют видео некой девушки-юристки из Российской Федерации, которая обещает списание долгов без банкротства. Наши специалисты связались с этой девушкой, и они отрицают какую-либо связь с Центром правовой помощи в Казахстане. Таким образом, у нас появляется еще один очень большой и важный признак мошенничества, когда мошенники кого-то используют в своих корыстных целях, чтобы обмануть вас. Для того, чтобы поставить большую жирную точку в разоблачении этих мошенников, мы поехали еще и на адрес, который указан в социальных сетях у аккаунта Центра правовой помощи. Посмотрите на этот адрес. А теперь смотрим видео. Итак, дорогие друзья, специально для вас мы выехали по адресу так называемого Центра правовой помощи, который предлагает списание долгов без банкротства. Давайте посмотрим, где находится этот центр. Это город Астана. Вот, по всей видимости, номер дома 40 это вот. Очевидно, что никакого центра правовой помощи здесь нет. Дорогие друзья, будьте аккуратны с объявлениями в социальных сетях, особенно с теми, которые предлагают вот такие вот вкусные вещи. Списание долгов, дешевые товары, дешевые путевки и прочее. Я думаю, теперь понятно, почему эти ребята не встречаются офлайн в своем офисе, а хотят общаться только онлайн, по той простой причине, что никакого офиса у них нет. Также хочу добавить, что в Казахстане созданы два очень важных института. Это банковский омбудсмен и микрофинансовый омбудсмен. Если вы попали в тяжелое материальное положение и у вас есть просрочки, действуйте лучше через банковского омбудсмена, либо омбудсмена МФО, потому что они созданы специально для помощи тем, кто попал в кредитную кабалу и не может из нее выбраться. Вот они, ссылки на сайты банковского омбудсмена и омбудсмена МФО. Будьте аккуратны, обязательно внимательно перепроверяйте, по какой ссылке вы проходите. И еще хочу добавить, что услуги этих омбудсменов бесплатны.